Владельцы мобильных телефонов могут столкнуться с проблемами при длительном ремонте и продаже телефонов из-за регистрации EMI-кодов. Абонент не сможет воспользоваться услугами связи с чужого устройства, вставив туда свою SIM-карту, сообщили в компании Beeline в ответ за запрос агентства. Аналогичную информацию сообщили в компании Tele2 и Altel. Наличие EIN с чужими данными технически невозможно в нашей базе, если при регистрации абонент указывает чужой EIN, то система отклоняет регистрацию и просит абонента обратиться в ближайший салон связи для того, чтобы наши сотрудники могли помочь ему с корректной регистрацией. В компании Kcell пояснили, что, если данные, на которые зарегистрирован номер, не совпадают с данными, на которые регистрируется EMI-код, в предоставлении услуг связи будет отказано. Сотовые компании советуют при покупке телефона, бывшего в употреблении, на месте покупки проверить, снята ли регистрация прошлым владельцем, чтобы не приобрести мобильное устройство, которым невозможно пользоваться. Представим, что вы хотите продать ваш старый телефон или подарить его. В таком случае, чтобы следующий легальный владелец вашего старого телефона полноценно им пользовался, нужно самостоятельно отменить предыдущую регистрацию на телефоне. После этого новый владелец сможет зарегистрировать телефон на себя. Сотовые операторы сообщили, что изменение регистрационных данных с привязкой к номеру и абонентскому устройству возможно только с согласия самого абонента, не пояснив, имеется ли на данный момент техническая возможность отменить регистрацию. Теперь придется владельцам телефонов в случае необходимости экспертизы в сервис-центре или длительного ремонта отдавать свой аппарат вместе с SIM-картой, поскольку без SIM-карты мастера или эксперты проверить работу телефона, звонки, СМС, мобильный интернет и многое другое будет невозможно. Сотовые операторы порекомендовали лично присутствовать при проверке устройства, чтобы обезопасить себя от возможных злоупотреблений. В частности, просить мастера производить проверку устройства в личном присутствии или ограничивать лимит мобильных. Beeline Казахстан, в свою очередь, предложили на время ремонта перерегистрировать устройство на мастера. Все три оператора отметили, что количество устройств, которые можно зарегистрировать на один EIN, не ограничено. Напомним, согласно закону Республики Казахстан, с 1 января 2019 года все операторы сотовой связи в Казахстане будут не вправе предоставлять услуги связи абонентам, которые не зарегистрируют свои мобильные телефоны по новым правилам с привязкой EMI-кода устройства к EIN владельца.